Хайырлы акшамлар, Селам алейкум. музмузларная АТР, в студии Наджия Феми. И Осман Пашаев. А наш сегодняшний гость — оперная певица, солистка оперы Анкары Арза Меджидова. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Хош булдук. И первый вопрос. Как вы попали в оперу Анкары? Это произошло совершенно случайно. Я когда училась на 4-м курсе Одесской консерватории, было сотрудничество Содружества Турции и Украины 10 лет. И приехала жена президента Турции на спектакль. Постановка была Евгения Онегина. Я пела там Ольгу. Ей очень понравился этот спектакль. Потом она пригласила меня в Киев тоже. Отмечали десятилетие между Украиной, Киевом и Турцией. И опять-таки пригласили меня потом в консульство турецкое. Я отпела там концерт. И после этого мы заключили договор, я поехала Я так в понимаю, Турцию. это жена предыдущего президента Да, Турции. Семра да? Сезер. Семра Ахмеда Меджида Сезер, да? То есть вряд ли жена нынешнего президента интересуется оперой. Нет, они не ходят, к сожалению, на спектакли. К сожалению, к нашему большому. То есть, А жена предыдущего президента на ваши спектакли ходила? И была постановка Евгения Онегина в Анкарском оперном театре. На турецком языке? На русском. Все турецкие солисты выучили специально. Приехал режиссер из Москвы. Была постановка просто потрясающая, современная постановка. Все должны были петь только на оригинальном языке. Зал, спектакли длились 2 года, зал был полный. Народу так понравилось. Хоть что-то они даже не понимали в нашем исполнении. В конце концов, русский язык, культура другая. На ура проходили спектакли Евгения Онегина. Насколько я знаю, вы уже не 1 год, а 8 лет вы уже работаете в Турции. И, насколько я знаю, вы даже не в одном театре там поработали. Да. Я пою в Анкаре, в Анкарском оперном театре и в Анталийском оперном театре. После исполнения Евгения Онегина приехал потрясающий, гениальный музыкальный директор оркестра Шефи, как говорят турки, дирижер оркестра, услышал меня в Евгении Онегине и предложил спеть «Кармен» в Анталии. А Евгения Онегина, сказать, чья партия? Ольги, да. Предложил мне спеть «Кармен». Была тоже новая постановка в Анталийском оперном театре. Я поехала в Анталию на «Кармен». Ну, «Кармен» — это, наверное, такая мечта для женщины, да? Вы знаете, я с детства мечтала спеть эту роль, но когда я ее спела, я сказала, что я ее больше петь не буду. Это внутреннее духовное состояние, ну, знаете, это как недосягаемый тот плод, к которому идешь, идешь, идешь. «Кармен» должна быть безупречной. Знаете, есть репертуар, который предназначен для определенного типа голоса. То есть, да, я ее отпела хорошо, но я была не свободна, некомфортно в этой роли. Сейчас, вот уже пройдя какой-то этап в своей жизни, отпев достаточно много ролей, я знаю, что мой репертуар — это «Трубадур», «Азучена», это «Бал-маскарад», «Ульрика», это «Русалка» Дворжика, «Баба-Яга», «Ежи-баба». Как интересно. То есть вас не обижает такое, да? То есть нет. То есть вам комфортно в этой роли? Да. Ну, представляешь? Да. То есть немногие певцы соглашаются, я знаю просто. Это я то, что видела по турецкой публике, по турецким солистам. Немногие певцы соглашаются петь роли уже великовозрастных не певиц, а ролей. Персонажей. Да, Все хочется персонажей. 50 лет Джульетту спеть, да? Да. К сожалению. Вам безразлично. Лишь бы вы особо чувствовали себя. Да, комфортно. Можно такой дурацкий вопрос, абсолютно непрофессиональный? Был стереотип такой, что оперные певицы, они все такие вот дородные, такие крупные, что это нужно говоря, для голоса. Или это стереотип, или Вы это знаете, неправда? чем крупнее женщина, мужчина, тем более насыщенный голос получается. То есть голос должен где-то жить. Да, да. Чем больше объема, тем вкуснее поешь. Так говорят. Но, к сожалению, нынешние импресарио не любят, чтобы на сцене были крупные исполнители. Предпочтение отдаются молодым, стройным, ну и, конечно же, с голосом. Конечно же. Сейчас уже очень редко, это должно быть какое-то исключение, чтобы вы на сцене увидели полную солистку. Монсеррат Кабалье это. Но она исключение. Она действительно, она пела так, что человек первые 5 минут мог смотреть 3 минуты на ее внешность, а потом просто заслушивался ею. Ну, вы тоже видоизменились, да, вы говорили перед эфиром? То есть вы сначала создали... все секреты. Да, расскажите нам про эти секреты, что голос сначала жил в большем доме. В большом доме был, но так как сцена требует жертв, нужно было входить срочно в форму. Насколько велики были жертвы? 100 килограмм.
100 килограмм я высота. весила, но Потрясающе. я родила двойняшек, и после рождения нужно было в течение 2 месяцев вернуться в прежнюю форму. И я похудела до 60 килограмм. Машаллах. Это влияет на голос? Это- Влияет. Что Очень происходит? сильно, вплоть до того, что можно потерять голос. Так как я худела, это нездоровое худение. То есть это было намеренно. Да. А если бы я Обесценен. постепенно, хотя бы в течение полугода избавлялась от лишних своих достопримечательностей, то это было бы здоровее. Ваши дети уже родились в Турции. Да. Вы мама 3 детей. Да. Скажите, как удается вот, да, вам петь? Вы дети небольшого возраста, да, насколько я знаю? Двойняшкам 1,5 годика, старшей дочери Селимеке 5 лет. Двойняшки это сыновья? Эмирчик и София. Эмир и София. Да. сын, Мальчик и дочь. девочка. Мальчик и Как девочка. удается вам? Ведь наверняка график достаточно жесткий. Как вы справляетесь с этим? Компромиссы, жертвы, как это все? В этом году было очень сложно. Гувернантки, наверное. Нет, я... Ну, это тоже не всегда выход. Со мной приехала моя сестренка. Я просто благодарна ей, потому что этот сезон весь я провела в Анкаре. Если бы не она, но бессонные ночи, вот я 1,5 года я не сплю. Нет как такового сна, 2-3 часа. Это, конечно, очень сложно, но организм ко всему привыкает. Вот как люди могут неделями не кушать или не пить воду, сон это, оказывается, не столь важно, насколько мы себе представляем, что без сна человек жить не может. Абсолютно. Арзаханом, для Турции оперные певцы это обеспеченные люди, вот так? Да. Вопрос. То есть Да. это ценная профессия, Да. это хорошие контракты. Да. А по сравнению с Украиной или Россией? как Не это? сколько хорошие контракты, сколько государство в Турции поддерживает на все 100%. У них зарплата достаточно высокая, чтобы они не ходили нигде, не подрабатывали. Они занимались только тем, чем они занимаются. Хорошо, вот начинающий, мы не будем говорить о статусном певце, Да. как вы, начинающий оперный певец, который только первый раз берут в театр оперный, с чего он стартует, с какого контракта? Прежде всего, у них кадровая система. Происходит экзамен. Если вы приходите на этот экзамен, худсовет собирается, и вы проходите этот экзамен, у вас первая зарплата идет $1000 для турка. А потом уже в зависимости от той бальной системы, которая у них присутствует, это не относится к иностранцам, уже идет повышение зарплаты, повышение премиальных. Мы, к сожалению, к этой категории не относимся. Вы знаете, у меня такой вопрос. Опера как искусство, вид искусства, этот вид искусства жив сегодня? Опера не становится менее востребованной? Вы знаете, в Турции, вот я уезжала месяц назад, идет разговор о закрытии оперных театров. Идет, причем идет Почему, очень как вы серьезно. думаете, с чем связано? Я не могу сказать. Залы полные, слушатель ходит и хотят, чтобы был такой вид искусства. Я не знаю. Это политика? Политика, я так думаю. Ну вот в Туркменистане в свое время еще при покойном Сапармурате Ниязове было закрытие, по-моему, театра оперы и балета как не соответствующий представлениям о культуре туркменского народа. То есть это в Турции сейчас тоже с новой властью нынешней происходит. Да? То Дело есть, в том, что новая власть, вот я 8 лет в Турции, с моего приезда, по-моему, эта власть была. Ничего С не изменилось. 2002 года. Ничего А не молодежь ходит? Изменилось или не изменилось все-таки? Да. Я хочу понять, на самом деле, почему ходит молодежь. молодежь Молодежь ходит. ходит. Почему закрываются? Я не знаю. Вот просто политика сейчас такая идет. Предупредили, вот перед отъездом было собрание у нас, что иностранцев будут увольнять, и все театры, кроме Анкары и Стамбула, будут закрывать. Насколько это план будет осуществим, я не знаю, но, к сожалению, ходят такие разговоры. Но турецкий же опера — это не предел мечтаний для певца. Ну, да? конечно. А Конечно. У вас были предложения в других странах? У меня работать? было, но Поработать. по своей наивности, может быть, так, молодости, я, к сожалению, дважды шанс такой упустила. Первый Где? шанс был, когда я выиграла в конкурсе в Карловых Варах. Меня пригласил Пражский оперный театр. Ну, я тогда думала, я только начинаю, это не первый мой конкурс, не первое мое предложение, и сказала нет. Это было, по-моему, еще в конце 90-х, да? Это было в 2000-м, по-моему. 2000-м Да. году. Второе предложение, когда я поехала в Финляндию, мы поехали с гастролями туда, с концертом. Там мне тоже предложили остаться поработать С гастролями от чего? от Одесского оперного от- театра. И тоже, к сожалению, ну, там уже я сама отказалась. Просто это совершенно другая страна. В Хельсинки? В Хельсинки, да. Почему? Оулу и Хельсинки. Да я не знаю. По-моему, прекрасно. По молодости. Если бы мне сейчас это сказали бы, я даже не задумывалась.
правда. Но есть опять-таки Ну, стереотипы о том, что вот есть там Ла Скала, есть Да, Венская да, да. опера, да, Вы вот. знаете, вот «Скала» — это предел мечтаний, Метрополитен-опера — это предел мечтаний, это любая Выше певица, нет? да, выше нет. Любая певица, Большой театр, Одесский оперный театр. Вы когда туда, ну в Одессе я работала, то есть какая-то часть моей мечты осуществилась, но никогда нельзя говорить «нет». Или у меня нет времени, никогда нельзя в нашей профессии говорить. Потому что если ты, Возраст как-то влияет. по поводу моего голоса, после 35 лет только начинаешь петь. Только. Для сопрано, колоратурного сопрано играет огромную роль, конечно. Чем моложе, почему импресариат отдает предпочтение молодым девочкам? Потому что как бы ты ни гримировал себя, видно, что тебе уже не 20, а далеко за 40. У вас, ну, скажем так, несколько уникальный голос, или сейчас считается редкий голос, да, меццо-сопрано? Так говорят. Так говорят. То есть сокращение певиц с таким голосом, почему? Я не знаю. Дело в том, что меццо-сопрано, так же как и сопрано, должно иметь полный диапазон. И грудной регистр, и головной регистр. То есть как минимум диапазон 2,5 октавы. Как максимум можно, конечно, петь как колоратурная сопрано, лирика колоратурная сопрано, но сейчас у меццо-сопрано середина очень красивая бывает, но, к сожалению, не бывает верхнего регистра. С чем это связано? Я не знаю, не могу сказать. Мне очень интересно. Подумывали вернуться в Одесскую оперу, где начинали? Или это неинтересно уже? Нет, это очень интересно. Там абсолютно сейчас другой уровень. Там замечательные режиссеры, там замечательный дирижер Александр Григорьевич Самуилов. Просто так, я с этим дирижером... Это, наверное, вопрос предложения. Да. Нет. Приглашают? Да, приглашают. Он, но... Ну что? Ну что? Но у меня 3 детей, И? и я должна уделить им внимание. То есть работа в Турции позволяет это делать? И работа в Турции будет уже прекращена. Я хочу немножко посвятить время своим детям, потому что я со старшей дочерью упустила. Я даже не поняла, как она повзрослела. К Вы сожалению. намерены вернуться в Крым или все-таки... Все-таки вы вернетесь в Крым. Да. А как насчет того, чтобы здесь каким-то образом развивать это? Насколько это вообще вот реально здесь, в Крыму, делать? Вы знаете, я бы очень хотела помочь молодым певцам в плане обучения, в плане, ну, чем смогла бы, я бы помогла в постановке голоса. Но оперную школу здесь невозможно развить. К сожалению. Наверняка рынка нет, да? Опера это просто дорого или это просто прежде элитарное всего, искусство? здесь должен быть театр, театр, оркестр. Почему в Ялте был симфонический оркестр, его распустили? Почему? На каком основании? Такие певцы, как я уверена, у нас очень много певцов, которые исполняют классику. Это была единственная возможность, когда можно было выйти на сцену, спеть с оркестром. Почему распустили? Поэтому Вот, наверное, тот же вопрос, который возникает и У вас, в наверное, связи самой с есть ответы, театрами почему в Турции. это? Но, к сожалению, я об этом узнала в этом году, и я очень расстроилась. Я знаю, что закрыли нашу филармонию ялтинскую, распустили симфонический оркестр, ансамбль «Калинка» какой-то у нас был, с ним тоже что-то произошло. То есть я не могу найти ответа. Я не могу, не востребовано, не Видели ли ходят вы люди. себя поэтому вне классики, вне оперы? Эстрада. Нет. Нет, Тогда вам, получается, остается только роль педагога. да. Вы сознательно Почему? идете на этот шаг? Я сейчас попробую все-таки выяснить. Вот была Сертапы Эренер, есть, да, вот турецкая Да. певица, которая, там, у нее, по-моему, даже с Хосе Каррерасом или с кем был альбом, да, с оперным? я- С Пласидо Доминго, по-моему. Доминго, да, но- Но, тем не менее, она ушла там в поп, выиграла Евровидение и, по-моему, достаточно хорошо зарабатывающая Это певица, другое, да? она не заканчивала консерваторию. Стамбульскую. Она Нет? не заканчивала ее. Не заканчивала. Нет, она ее не закончила. И дело в том, что проблема в том, что у них проще с классики перейти на эстраду. Почему? Ну, потому что у них нет как такого серьезного фундамента, который вкладывают в нас наша советская школа, бывшая советская школа. Другой я пример Джамала, которая закончила музучилище здесь, в Симферополе, закончила Киевскую консерваторию по классу оперного Оперная певца и Говорят, красная это диплом. эксклюзив. К сожалению, своему большому сожалению, я не слышала. Да?
Вот, но она сделала шаг из оперы все-таки, то есть после, Но после это даже не совсем консерватории. эстрада, ты знаешь, Ну, на Джамала, стыке, но все равно это на мейнстрим, стыке. это такой Может быть, джаз, она поет поп. джаз, блюз, Да, что-то. да. Но это но- проще, это другое. Это, я не имею в виду вокально, это проще. Но, то есть ты можешь своим поставленным голосом спеть джаз, блюз, эстрада это... Хорошо, Хорошо, не вот джаз, эстрада, блюз, вот да. джаз, блюз, какие-то вот на стыке Или это этих тоже- жанров. Я никогда не думала на эту тему. Я думала, что я буду петь как минимум до 55 лет классику, А потом посмотрим. а потом посмотрим, да. Да. Правда, я не задумывалась по поводу... Мне очень нравится слушать джаз. Я люблю блюз, но я никогда... Я один раз, помню, в своей жизни пришла на прослушивание к Зареме Ханым по поводу крымско-татарского репертуара. Ну, Что но? Может быть, это и шанс, Арзаханом, создать какой-то новый, уникальный вообще контент музыкальный на крымско-татарском языке с вашими вокальными данными. Подумайте. было сказано, что... В Крыму есть хорошие музыканты. И все, и на этом я поставила точку. Вы Всё, что-то не Арзаханом договариваете. задумается. Арзаханом задумается. Хорошо, Знаете, вот я про семью, можно чуть-чуть поспрашиваю? Да, конечно, о чем я? Да. Я просто ничего не знаю. Я сегодня здесь как гость себя чувствую, поэтому я спрашиваю разрешение. Итак, насколько вот опять-таки я там немножечко провела некоторую разведывательную работу, я знаю, что вот ваша карьера состоялась вот не в последнюю очередь благодаря тому, что вас очень поддерживал ваш муж Поддерживает, и поддерживает. судя Да. по телефонным звонкам. Да, Но познакомились и вы в Турции. в Анкаре. Расскажите. Это произошло совершенно случайно. Есть такая фраза, меня когда спрашивают, как ты познакомился со своим мужем, это было на квартире у моих близких друзей, он приехал в гости к ним, и когда он зашел в дверь, он мне то же самое говорит. Знаете, наши глаза встретились, я вдруг поняла, что это он. Знаете, как Евгения Онегина Татьяна поет? Не зря вы пели все-таки. Да, Евгения Онегина Евгения вся Онегина. обомлела, запылала и поняла, что это он. Это Ксмет. То есть он тоже приехал. Вы были крымчанка, которая приехала в Анкару, Да. и он... Он учился в Турции, в Анкаре, прожил там 14 лет, и он совершенно случайно приехал на это мероприятие, которое было у наших близких друзей. То есть это все случайно, настолько случайно, стечение обстоятельств, что... И в течение 3 месяцев мы поженились. Очень быстро. И потом вот некоторое время вы работаете в Анкаре, он Ахьяр, да? да. То есть как это на расстоянии? Дело в том, что 3 месяца, те, которые мы встречались, он жил, работал в Стамбуле, я в Анкаре. Я не чувствовала его отсутствия, он всегда был рядом. Всегда. Потом после рождения Селиме вся ответственность за воспитанием ребенка легла на его плечи. Он занимался воспитанием, я пела. И до сих пор, то есть не было разговора о том, что нет, Джанам, семья прежде всего, карьеру нужно забыть. Он вас поддерживает в любых ваших решениях. А он по профессии? Программист. Программист. И, Вот то я есть даже- вполне вам можно не работать и жить себе в семье всей в Севастополе и вспоминать об оперной карьере как Мне о прошлом. кажется, вот знаешь, мне кажется, все-таки Арзаханом не из тех женщин, которая будет Может, довольствоваться ролью Арзаханом сама домохозяйки, скажет да? о ближайших планах? Нет, Нет. время покажет. То есть пока вы остаетесь солисткой оперы Анкары? Да. И работаете для Да, вот театра в Анталии? Сейчас дело в том, что будет фестиваль в Аспендосе, международный фестиваль в огромном античном театре. Я мечтала принять участие в этом фестивале все 8 лет. Мы едем со спектаклем «Лючия деля Мурмур». У меня там маленькая роль, там всего 2 женские роли Лючии и Алисы, ее близкой подруги. И я согласилась на эту маленькую роль только из-за того, что попасть на эту сцену, спеть в этом театре – это предел мечтаний очень многих певцов. Это Ачухова театр. Ачухова, театрус, но он огромный. Я не знаю, какое количество там зрителей помещается, но очень А большое. кого собирает, какую публику собирает Аспендос? Иностранцы. Иностранцы. Иностранцы, туристы, отдыхающие, но очень многие турки приезжают. Очень Ну, и многие. немцы большие ценители Да. такой оперы. Да, по-моему, да. Немцы, потом приезжают из бывшего Советского Союза, из России очень много приезжают. Дело в том, что у нас буквально пару месяцев назад был фестиваль русской культуры, и приезжали очень многие неоперные певцы, драматические актеры, детские ансамбли, приезжали просто в Турцию представлять свою культуру.
Арзаханум, я смотрел вот кадровый состав постановок турецких, да, и смотрю, там очень многие фамилии заканчиваются на «ов», вижу, что это Русские. азербайджанцы, наверное, Либо да? азербайджанцы, либо русские. русские, Почему да. своих кадров не хватает Турции или сама слаба школа? Что вы скажете об этом, о турецкой опере? Нет, дело в том, что, насколько я знаю, просто турецкий менталитет, он как губка. Приедете вы, они будут от вас выжимать все соки, чтобы научиться чему-то новому. Потому что, знаете, когда фундамент шаткий, ты хочешь как-то этот фундамент укрепить, зная, что когда-то Османбей уедет, я уеду или кто-то другой уедет, чтобы после вашего отъезда мы могли на что-то опираться и продолжать свою работу. Почему же тогда в этом театре, где вы сейчас солистка в опере Анкары, не прижился в свое время даже такой человек, как Лучано Паваротти? Вот ему отказали Серьезно? в контракте. Да, Да. Лучано Он Паваротти, кастом, оказывается, один из первых его театров был опера Анкары. Я это прочитал перед смертью его где-то лет 5 назад, он никогда не забывает Турцию. И официально ему сказали, что он недостаточно хорош голосом для турецкой оперы. К Это смешно. сожалению, наверное, к сожалению, просто я не знаю, с чем Или это есть какая-то другая история в этом театре, о которой говорят? Мне рассказали такую версию, что якобы, когда он пел, у него надломился голос. А турки большие критики, так же, как и итальянцы. То есть критика у них прежде всего, вначале подумай, а потом уже скажи. То есть они говорят так, как оно есть, а потом только начинают задумываться уже о том, что а можно было бы сказать это как-то помягче. Конечно, когда человек только начинает какую-то свою творческую деятельность, если не поддержать или хотя бы не засвистать его, это играет огромную Как роль. вам, вот скажите, да, работа в тех условиях, о которых сейчас вы говорите, вас там критиковали? Нет. Вам там пришлось не Нет, сладко? я уверенная в себе женщина. И я, когда выхожу на сцену, я знаю, что когда я пою, слушатель получает от этого огромное удовольствие. Вы знаете, я общалась с вашими родными перед эфиром, я у них пыталась выведать, какие же проблемы, на что жалуется Арзаханум, когда приезжает домой. Они сказали, она ни на что не жалуется. Нет, жалуюсь, хочу спать. Я очень хочу спать. Кысмет olursa на том свете. А преподавание сейчас на данный момент интересует? Вы сказали, что, может быть, я бы занялась постановкой. В каком виде? То есть частные уроки в Ялте или в Севастополе давали? Или поехали бы в Я Киевскую работала оперу? в Одесской консерватории до отъезда в Турцию. Я работала на полставки, так как я работала... Полставки у меня Одесский оперный театр был, полставки Одесской консерватории. У меня были студенты, 5 студентов. Я их довела до финала. И они достаточно хорошо, я не буду говорить, что... Я скажу, какая я молодец, достаточно хорошо закончили консерваторию, устроились на работу. Я не говорю, что они оперные певцы, но они зарабатывают хлеб своим голосом. Кто-то преподает, кто-то где-то поет. То есть они работают по специальности голосом. Вы тоже любили оперные конкурсы, да? Но Я любила. Насколько они полезны для певца? Или все-таки ему важнее получить признание? Полезно, может, это опыт какой-то. Вы наверное. знаете, это, скорее всего, опыт. Но нужно иметь здоровую психику. После определенного этапа психика просто не выдерживает. Либо нужно быть таким стенобитным, ни на что не реагировать. Потому что бывает, как на всех конкурсах, вы знаете, и справедливо, и несправедливо, и блат, и что-то еще. Вот. Просто нужно Но иметь у вас все-таки характер боевой, да? боевой. Вы, вот происхождение ваших родителей откуда родом? Бабашка Гаспрала, они тарафы Севастопольские, с Балаклавы. Ялыбы. Это Да. как-то дает понимание того боевой способности. Да, да, стержень. да, У нас да. внутренний стержень такой. Стержень, я ж почувствовала сразу. в эфире. Среди оперных певцов, наверное, тоже существует и зависть, и интриги. Как вас обходила эта стороной, или вам не пришлось участвовать в борьбе Да, вот за это вот роли? закулисье например, вот да, это в этом? вот. Нет, не пришлось. Не пришлось, правда. Да не верю. То есть вы получали все роли, которые хотели, Нет, или просто- соглашались на те, которые вам дают? Просто дело в том, что репертуар очень ограничен у меццо-сопрано, поэтому я пела все, что шло в этих двух театрах. Репертуар ограничен, и самих певиц Певцов с меццо-сопрано тоже мало, Мало, поэтому и- там конкуренции практически нет. Конкуренции очень много, как и везде в театрах. Ну, в нашем Анталийском оперном театре я хочу сказать, что у нас официальных 2 солистки, меццо-сопрано 2. И вот мы с Эбру Каптан и поем, весь репертуар тянем. В Анкаре 150 солистов, из них 20 солистов меццо-сопрано. Но вот была новая постановка «Русалки» Дворжика. Осталась я одна. Из Самый 20 сложный. меццо-сопрано. Из 3 Из трех. кадров. Из 3.
Из 3 кадров, насколько я поняла, вот кто прослушался на эту роль, осталась я одна. Что самое сложное в вашей профессии, буквально в 2 словах? Не болеть, много не кушать и спать. Чего сейчас делать не удается. Да. Как Всегда быть в форме. Как занимаете время в Крыму вообще? Как вам Крым после этих почти 10 лет в Анкаре? Я соскучилась. Я очень соскучилась. Я понимаю, что, знаете, сердце понимает, что надо возвращаться, а мозг говорит, подожди немножко, еще поработай, ты молодая. Как компромисс найти? Не знаю. Если вы мне подскажете. И мы не задали ни одного вопроса из Фейсбука, на нас обидятся наши зрители. Вот один из вопросов. Что позволит опере как искусству еще жить? Есть ли тренды в опере? Если помогать нашей молодежи, подстегивать ее как-то, я говорю о нас, о крымских татарах. У нас очень талантливая нация. Давайте как-то поможем, давайте построим театр. Ну, давайте не будем строить, но хотя бы из того, что есть, будем как-то поддерживать. Давайте соберем обратно симфонический оркестр. Я уверена, будут залы полные. Ну, нужен просто репертуар правильно подобранный и солисты. Столько талантливой молодежи. Давайте что-нибудь придумаем. Я буду первая. Давайте. Саундс. Я за. Это Арза Меджитова, солистка оперы Анкары, с уникальным голосом меццо-сопрано, которая мечтает вернуться в Крым и создать здесь оперную школу. А мы с вами прощаемся до следующей встречи. Пожелаем успехов и прощаемся. И высыпаться. Сау. Осману не кашлять в эфире. Анис, анис. Соленая вода. Да.